на протяжении 1,5 лет моего супруга Джапарова Мирлана Шайпековича незаконно содержат в СИЗО-1 города Бишкек по надуманным обвинениям гражданки Балтабаевой Нургуль Ташболотовны. В каком состоянии находятся родители, престарелые и больные родители Джапарова Мирлана, его несовершеннолетние дети, которые не видят отца и сына более 1,5 лет. В общем, она ущерб предъявила свыше 10 миллионов долларов. Дело громкое. Ни одного слова про моего подзащитного. Джапаров. Полученные от Балтабаева денежные средства Султанов присвоил и расходовал на собственные нужды совместно с другими лицами. Ввиду того, что Султанов очень хорошие отношения с моим подзащитным, поэтому я думаю, что он причастен к этому делу. Если она говорит, что мой подзащитный совершил мошеннические действия, то должен быть вопрос, где, когда, в каком месте она лично передала моему Джапарову денежные средства. Этого вообще нет. По фактам абсолютно ничего нет. Абсолютно ничего нет. Потому что Джапарова фамилию я не знаю. Вот за все время, когда и где вы познакомились с Джапаровым, и сколько раз вы встречались лично с ним? С Джапаровым мы познакомились на встрече с китайской компанией. Хорошо. Еще где? И на этом все. Я его стала разглядывать только после подачи мыслей. И когда я ему увидела на допрос, до этого в лицо я его не знала, Потому что вы в допросах везде, хотите я зачитаю, не хочу. Вы... Не, именно Джапарову тоже передали? Джапаров нет. Нет, да? Потому что в деле в отношении земельного участка моему подзащитнику ничего не передали. Абсолютно. Но она утверждает, если бы этот земельный участок, как она утверждает, на ее деньги, моему подзащитному было бы предъявлено обвинение в мошенничестве в части завладения земельным участком. Уважаемые кыргызстанцы, вынуждены обратиться публично, так как на протяжении 1,5 лет моего супруга Джапарова Мирлана Шайпековича незаконно содержат в СИЗО-1 города Бишкек по надуманным обвинениям гражданки Балтабаевой Нургуль Ташболотовны, с которой он даже не был знаком. И таким образом он не мог иметь с ней какие-либо отношения, в том числе финансовые. Джапарова Мирлана задержали с целью принудительного изъятия земельного участка, принадлежащего ему на праве частной собственности, который привлек внимание некой гражданки Балтабаевой Нургуль. Во время следствия Джапарова Мирлана не раз вывозили якобы на следственные действия. По факту, для беседы с гражданкой Балтабаевой, где принудительно в добровольном порядке вымогали передать принадлежащий ему на праве частной собственности земельный участок Балтабаевой Нургуль. Земельный участок, который был приобретен в 2014 году и никаким образом не имеет ничего общего с предъявленным обвинением. Возможно, в нашей стране есть негласный закон, согласно которому у кого есть власть и большие возможности, могут любого человека лишить свободы без вины и доказательств в своих корыстных целях. Для нас, для нашей семьи, да и в целом, я думаю, по логике не ясно, каким образом Генеральная прокуратура поручает Следственному управлению Министерства внутренних дел возбужденное им уголовное дело передать для дальнейшего следствия в военную прокуратуру. Хотя никто из обвиняемых не является военнослужащим, предъявленное обвинение не является нарушением в сфере обороны, не связано с военной службой. В ходе следствия вина Джапарова Мирлана не была доказана. Несмотря на это, в ноябре 2025 года военная прокуратура передает дело в Первомайский районный суд. На протяжении 7 месяцев суд состоялся 2-3 раза. Рассмотрение дела начали с допроса потерпевшей Балтабаевой Нургуль, которая соизволила явиться в суд только 11 марта 2026 года, хотя дело было передано в ноябре 2025 года. Постоянно по каким-то причинам суды откладываются. Идет умышленное затягивание судебного дела, так и как во время следствия. Полагаю, проверяют моего супруга Джапарова Мирлана, насколько его хватит в данных условиях, насколько он выдержит. В зале судебного заседания, вопреки судебно-процессуальному законодательству, не функционирует система аудио-видеофиксации. Хотя сторона защиты, адвокаты не раз заявляли ходатайство, я лично обращалась письменно к председателю Первомайского районного суда,
где официальный ответ был, что у них нет денежных средств на устранение неполадок аудио-видеофиксации. Но почему-то именно в нашем зале судебного заседания не работает аудио-видеофиксация. 1 апреля в ходе судебного заседания во время допроса Балтабаевой Балтабаева не смогла подтвердить свое обвинение в отношении Джапарова Мирлана. Она, напротив, заявила наглым образом, что если бы Джапаров во время следствия еще передал бы ей принадлежащий ему земельный участок на праве частной собственности, то не сидел бы сейчас в СИЗО и не терял бы свое здоровье. Данные показания Балтабаевой судьей не были приняты во внимание при вынесении постановления об отказе в изменении меры пресечения Джапарову Мирлану, которое было заявлено сразу после допроса Балтабаевой. 13 мая в очередной раз суд отложили. Отложили, потому что опять не работала система аудио-видеофиксации. Также в суд не явилась сама потерпевшая Балтабаева Нургуль Ташбулотовна. О причине ее неявки также не было известно в судебном заседании. Неужели этих доводов недостаточно для того, чтобы понять, что идет умышленное затягивание этого дела, что идет личная заинтересованность потерпевшей Балтабаевой? Никому в голову не приходит, что сейчас, в каком состоянии находятся родители, престарелые, больные родители Джапарова Мирлана, его несовершеннолетние дети, которые не видят отца и сына более 1,5 лет, который являлся единственным кормильцем в нашей семье, с отличной, порядочной характеристикой гражданина, потому что только Балтабаева имеет вседозволенность, возможно, не зря она упоминает о своем высокопоставленном покровителе. Как после всего этого можно говорить о правосудии и доверять органам прокуратуры и следствия, говорить, что у нас идет борьба с коррупцией, что у нас суды независимые, что у нас прокуратура действует по букве закона? Где она, эта объективность, прозрачность, справедливость их в работе? Я хочу обратиться к президенту нашей страны Садыр Нургожоевичу, министру внутренних дел Улану Макановичу, генеральному прокурору Кыргызской республики Мавсату Кубатовичу, председателю Верховного суда Медербеку Асанбековичу. Я прошу вас взять это дело на контроль. Я прошу, чтобы дело было рассмотрено объективно, беспристрастно, в установленном законом сроке, чтобы Джапарову Мирлану изменили меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и чтобы в конечном итоге остановили этот откровенный беспредел и прекратили в отношении Джапарова это уголовное дело. Если коротко сказать, что, в общем-то, военная прокуратура закончила расследование дела по заявлению некой Балтабаевой, потерпевшей. Она заявила, что некие лица, Султанов, другие, в том числе и моего подзащитного Джапарова, обманным путем завладели у нее денежными средствами в размере, в общем, она ущерб предъявила свыше 10 миллионов долларов. Официальный ущерб по предъявленному обвинению свыше 7,5 миллиона долларов и 2 миллиона сомов. С ноября дело рассматривается Первомайским народным судом. Первомайским судом. Что бы хотелось сказать? Да, дело громкое, потому что сумма ущерба это в особо крупном размере. Предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. И я защищаю одного из обвиняемых, фамилия его Джапаров Мирлан. Вот с момента его задержания по сегодняшний день он находится под стражей. Судебный процесс идет. Я хотел бы здесь сказать, не в смысле как адвокат я его защищаю, я сам по себе юрист. Юрист, у меня даже есть заслуженный юрист Кыргызской республики. Вы понимаете, вот весь то, что вы вопрос задали, для меня это сейчас тоже вызывает удивление. Мы неоднократно принимали участие по делам мошенничества. Да, факты есть, когда люди обманывают путем злоупотребления и обмана, завладевают денежными средствами у других лиц. Факт, если доказан, люди идут, отвечают по закону. Но по этому делу следствие шло очень долго. Судебный процесс у нас с ноября, да? Уже вот май заканчивается. Пока мы допросили
только одну потерпевшую. Потерпевшую. Что настораживает в этом деле? Я не против того, что если люди виновны в совершении какого-либо преступления, все мы граждане Кыргызской республики, они должны отвечать по закону. Но в данном случае я не хочу в отношении других говорить, я в отношении моего подзащитного Джапарова Мирлана. Он тоже обвиняется в том, что он в сговоре с Султановым, это основной фигурант дела, и другими. Фамилии не буду говорить, но основной фигурант это Султанов, что он, войдя в сговор с Султановым, обманным путем завладел у потерпевшей денежными средствами, о которых я сейчас озвучил. Вот при таком предъявленном обвинении дело направлено в суд, и суд сейчас рассматривает. Я исхожу из чего? Вот если могу я вот так просто показать, вот человеку предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления мошенничества. Вы знаете, вот по фабулу предъявления обвинения все факты говорит, что Султанов такого-то числа, такого-то, подробно рассказать, где, в каком месте взял у потерпевшей деньги. Ни одного слова про моего подзащитного. Джапарова. Но все это пишет, потом следствие сделал вывод. Таким образом, Султанов вовлек моего подзащитного, таким путем завладели денежными средствами. Все. Больше ничего. Больше ничего нету. Больше ничего нет. Дальше пишет. Дальше еще пишет. Тогда-то, 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 тогда-то. Все это описывается и обратно приходит к выводу. Полученные от Балтабаева денежные средства Султанов присвоил и расходовал на собственные нужды совместно с другими лицами. Вот вся предъявленное обвинение. Мы говорим, что такое мошенничество? Мошенничество, когда человек кого-то обманул. Я спрашиваю в судебном заседании у потерпевших, скажите, пожалуйста, лично Джапаров Мирлан, у вас какие-то денежные средства вы давали? Нет, я не давала. Где, в каком месте вы передавали денежные? Я никогда ни в каком месте ничего не передал. А каким образом вы заявляете, что Джапаров, этот соучастник, он говорит, она в своем судебном показе, что я думаю, что они ввиду того, что Султанов очень хорошие отношения с моим подзащитным, поэтому я думаю, что он причастен к этому делу. Я говорю, хорошо. А когда вы познакомились с моим? Она дала ответ, что за все время вот этих, это февраль 23 года по апрель 24 года, вот эти действия совершался. А она всего один раз видела Джапарова в каком-то кафе, и то не было знакомо. В общем, сидели. Все, один раз. А конкретно познакомились уже в ходе следственного действия, когда следователь проводил следственное действие. Вот меня сейчас этот вопрос смутило, как юриста. Если она говорит, что мой подзащитный совершил мошеннические действия, то должен быть вопрос, где, когда, в каком месте она лично передала моему Джапарову денежные средства. Этого вообще нет. Но самое главное, основной фигурант Султанов в суде заявил, что Джапаров к этим действиям никакого отношения не имеет, что он не виновен. Он и в ходе судебного расследования на следствии сказал, вы извините, если я виновен, я буду отвечать. Но Джапаров никакого отношения к тем действиям абсолютно не имеет. Все. Потерпевшая в суде на видеозаписи сказала, что она Джапарова никаких денежных средств не давала. Но она подразумевает о том, что он причастен. Вы же журналист, вы поймете, мы можем любого человека
подозревать о чем-то. Это предположение. А мне нужны доказательства. Доказательства заключаются в том, где, когда Джапаров получил деньги от потерпевших. Этого нет. Но человек-то сидит при таких. Потому что ему предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Предположила, что он причастен. Вы знаете, вот даже удивительный факт. Вот в суде выясняется факт. Султанов взял в долг у потерпевших 200 тысяч долларов. Пишет расписку. Я такой-то взял деньги, а такой-то 200 тысяч. Я потерпевший задаю вопрос. Вы извините, пожалуйста. Вот вы даете Султанову долг 200 тысяч долларов. Он пишет вам расписку. А при чем тут Джапаров Мирлан, мой подзащитный? Нет? Она говорит, хоть Султанов написал расписку, что он долг взял, но я думаю, что к этому вопросу тоже причастен Джапаров. Это разве доказательство? Если мы так будем подходить к этому вопросу, я просто предположительно скажу вам, я сейчас могу выйти, написать официальное заявление правоохранительного органа, что вот он или она взяла у меня энную сумму денег, да я еще 2 свидетелей могу переговорить, что они подтвердят. Но у нее, допустим, я передал, ни расписки о получении, ни о том, что она взяла у меня, ничего нет, только слова. Если мы таким подходом будем идти, мы можем многих людей невиновно привлечь к уголовной ответственности. Мошенничество предполагает конкретные действия. Конкретные действия. Что, где, когда, в чем именно заключается, каким путем обманул, каким путем, злоупотребляя доверие, обманул потерпевшую сторону. По фактам абсолютно ничего нет. Абсолютно ничего нет. Поэтому мы защиту строим. Мы хотим, конечно, суды у нас независимые, но мы хотели бы просто, есть норма Уголовно-процессуального кодекса, судьи при вынесении решения, они должны быть беспристрастными, оценивать все доказательства, которые добыты в ходе судебного заседания. Если вот такие факты будет, я не знаю, суд как будет давать оценку тем доказательствам, которые имеются в деле. А мы все время говорим, все-таки у нас и в конституционной норме, и в Уголовно-процессуальном кодексе написано, есть презумпция невиновности. Любые сомнения, которые имеются в деле, она идет, толкуется в пользу обвиняемого. Вот на сегодняшний день такая ситуация, процесс идет. У нас 31 том, да? Дело, 65 томов. 65 томов мы должны все это дело изучить. Я как адвокат все-таки надеюсь, при таких обстоятельствах суд даст оценку. Хотя, не знаю, мы заявили ходатайство, чтобы человеку изменили меры пресечения после допроса потерпевшей, когда она сказала, что она личные деньги Джапарову не дала. Но, к сожалению, остался. Пожалуйста, вы писали заявление в ФНБ Чувской области о том, что Султанов, Журкиев, я не буду фамилии говорить, совершили крупное мошенничество в крупном размере. В этом заявлении вообще Джапарова вы ничего не указали. Джапарова нет. Хотите, я зачитаю вам это заявление? Потом, через месяц, уже заявление по МВД, вы указали на Джапарова. Якобы он активно способствовал Султанову. У меня вопрос. Какое заявление действительно? Первое заявление или второе заявление? Вы же, когда пишете заявление, вас предупреждают об уголовной ответственности за задание ложным вот эти вопросы. Я хотел бы задать вопрос. Какое заявление считается действительным? Первое или второе? Допрос был один, и он был предварительный. Мои показания... Не допрос, а заявление, да? Вопрос, ваше заявление. Вот я говорю, это было предварительное. Предварительно, понимаете? Объясню, что я там не писала. Я не прошу про объяснение. Так, Когда возбуждается и мои уголовное... показания? Нет, я не про показания а даю. то что?
Я про ваше заявление, когда вы пишете о совершении преступлений со стороны Султанова и других. Я вам задал вопрос. В ГКНБ вы обратились, пишете на Султанова фамилии других. В отношении Джапарова вы ничего не пишете. По этому заявлению было возбуждено уголовное дело. Потом уже вы в МВД пишете, что уже на Джапарова указано. Я вам объясню почему. Потому что Джапарова фамилию я не знала. Я ее потом нашла позже. Все хорошо. Пожалуйста. Вот за все время, когда и где вы познакомились с Джапаровым, и сколько раз вы встречались лично с ним? С Джапаровым мы познакомились на встрече с китайской компанией. Хорошо. Еще где? И на этом все. Все, один раз вы встречались. Ну, может быть, мы встречались еще. Нет. Ну, Вы извините, вы когда с китайцем вы сказали вот один раз, я вас задаю. Когда и при каких обстоятельствах вы сказали, вот вы встретились там, я не выдержал. Потом я больше нет этих встреч, вы сказали нет. Возможно, они были. Вот, нет. Вы думаете, я помню Вы Джапарова извините, на вы извините, пожалуйста. уважаемый. Не, видеофиксация ведется, уважаемый адвокат. Вы задайте вопрос, она Я ответила, задал да. вопрос. Все понятно. Сколько раз вы встречались с Джапаровым? Я не знаю, сколько раз мы встречались, потому что в лицо, конкретно в лицо, я его стала разглядывать только после подачи мной заявления. И когда я его увидела на допросе. До этого в лицо я его не знала, потому что у меня нет привычки Хорошо. смотреть на окружающих людей. Хорошо. Ага. Такой вопрос. В протоколе допроса от 03.09.24 года, том из дела 17. Вы в допросе и ваши вот объяснительные, вы вообще подробно указали, как и при каких обстоятельствах вы передавали денежные средства, как вы сейчас сказали, на суда. Однако в этих ваших допросах первоначально объяснительно, вы бы сами писали эти объяснения. Ни одного слова про Джапарова не указано. Что он какие-то денежные средства у вас брал или чего, не указано. На тот момент у меня Джапарова телефона и его фамилии не было. Пока я не нашла этого человека, я просто попросила Асматулаева дать мне его телефонный номер, найти его фамилию. И как только я узнала его фамилию, телефонный номер, я позвонила Джапарову, да? Позвонила Джапарову. Я ему написала, в принципе, это было именно тогда, когда я подала заявление. Тогда скажите, пожалуйста, я исхожу из распечатки всех разговоров. Сколько у вас было телефонных разговоров с Джапаровым? С Джапаровым? Да. 2 или 3. Уважаемый суд, вот я ответ принимаю, да? Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели вот эти распечатки телефонных разговоров. Состоялся один телефонный разговор с моим подзащитным Джапаровым. Вы сейчас утверждаете 2 или 3. Тогда скажите, если 2 и 3, в каком году это было? В каком месяце? Я вам могу Меня- открыть переписку и показать. Я тоже могу вам показать Я- распечатку. Да. Тогда вы докажите, вот мы в следующий раз вам дополнительный вопрос. По вашим распечаткам, вы тогда в следующий раз дайте пояснение. Сколько раз вы лично звонили Джапарову? И сколько раз он вам звонил? Вы можете потом дополнительно дать? Он мне писал 1 раз. 1 раз. 1 раз он мне писал. Остальные разы я ему звонила. Сколько Много этих? раз я ему звонила, он не отвечал, потому что он на тот момент, как мне объяснила, ко мне пришла от него его подруга, русская женщина. Я вам просто объясняю. Нет, не надо ваше объяснение. Я у вас конкретный вопрос задаю. Я ему звонила. Адвокат. Миллион раз. Он был вне доступа. Я теперь разъясняю. По распечаткам был всего один телефон. Хорошо. Адвокат, понятно, это 1 раз она звонила, да? 1 раз вы звонили. Я ему звонила много раз. Наоборот, он звонил вам 1 раз, вы звонили несколько раз, да? Вот так. Он мне писал, он мне не Писал, звонил. да.
Все, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, исходя из ваших показаний, вот сейчас вы давали показания, кому лично передавали все ваши денежные средства? Кому конкретно? Султанову и его подельнику. Султанову или кому, если его подельника, назовите фамилию. Потому что вы в допросах везде, хотите я зачитаю, не хочу. Вы, Не, именно Джапарову тоже передали? Джапаров нет. Нет, да? а вот тогда я Так, задаю следующий. вопрос. Ага. Джапаров Тогда скажите конкретно, скажите, когда и где и при каких обстоятельствах вы передавали Джапарову денежные средства? не передавал. Никаких денежных средств вы не передавали? Джапаров лично нет. Нет, да? Все, хорошо. В протоколе допроса от 16.09.24 года о том, второе вы сказали, Джапаров всегда способствовал Султану в выводе денежных средств за границу. Я задаю вам вопрос. Каким образом вы выявили, что Джапаров способствовал Султану в выводе денежных средств? В чем это выражается, что он пошел в банковские кабинеты, деньги взял, кому-то передал через кого-то, или это сослов Султанова или сослов других? Он способствовал в его махинациям. Я Он понимаю. создавал иллюзию, он сопровождал его в Китае. Уважаемый профессор, я и как вам, вы свои показания даете, что он способствовал. А я как юрист, если вы говорите, что человек способствовал, тогда укажите, каким образом и как он способствовал. В чем она выражается, это способствование? Вы скажите, если можете ответить, нет, я же Я вам отправлю. еще раз говорю, он сопровождал его в поездках. Во всех поездках. Не во всех, но в нескольких поездках он их сопровождал. Куда Да. поездка куда? Имитировал бурную деятельность. В чем это Китайцы. выражается, это имитирование? Имитирование, создание иллюзий, образа, понимаете, шоу. И все. Какие они крутые, да. А этого мало? Не, подождите, тогда Джапаров... Была встреча, как вы говорите, в каком-то кафе, вы там встречались с китайцами. О чем шел разговор? Джапаров там, он до этого, Джапаров вас знал, вы там познакомились с Джапаровым или не знакомились? И какой, о чем шла речь на этом встрече? Он выступал в качестве кого? Инвестора или переводчика? Я не люблю общаться с посторонними людьми. Вы не Я знали? очень закрытый человек. Вы не знали Джапарова? Джапарова? Да, на этой встрече. Нет, мне его представили. Представили. Да, я В качестве сказала. кого? В качестве компаньона. Кто именно представил? Подсудимый Бектуров. Султан. Хорошо. Хорошо. Все, дайте показания о том, что Джапаров вместе с Султановым приобрел земельный участок в Султанском районе и в городе Бишкек на ваши деньги. Да. Подтверждаете, да? Да, об этом мне Хорошо, вы подтверждаете. Если, раз вы подтверждаете, то в каком году было приобретено и где эти земельные участки находятся? Их адреса на сегодняшний день? их адреса я тоже выложила. Нету, у вас показаний нету. Ну, я не знаю, если вы ознакомитесь хорошо, там... да, Пожалуйста, вы сейчас покажите, но я в протоколе наложен арест. Уважаемый суд, может, адвокат дождется ответа? Хорошо, я вот этого адвоката. Вы слушаете? Просто она Нет. здесь второй вопрос. Вы знаете поступает. адрес? Я Адрес могу участка. посмотреть сейчас. Ну, на них наложен арест. Я не должна все помнить, все адреса. Не помните, да, просто? Нет, я знаю, что это находится урок, что-то. Я же просто так не говорю, я ссылку делаю на ее показания. Хорошо. Я уговариваю, том 2 из 128Т. Она говорит, я же просто так не говорю, я ссылку делаю на ее показания. Хорошо. Я уговариваю, том 2 из 128Т. Она говорит, что Джапаров вместе с Султаном приобрели земельный участок в Узком районе и в городе Бишкек. Почитайте. И при том эти земельные участки вы сказали, куплены на ваши деньги. Вы сказали, я подтверждаю. Правильно? На ваши деньги были куплены, вы подтверждаете. Правильно? Да? Тогда я задаю вопрос.
где эти земельные участки вот по городу Бишкек? Раз вы говорите, что приобрел земельный участок по городу Бишкек, вы суду тогда поясните, где это земельный участок находится в городе? На тот момент они не ходили в состав города, сейчас они входят. Территориально это сейчас город Бишкек. На тот момент это не было городом Бишкек. А где тогда это земельная? Ну вы же, тогда вы и пишите. Тогда тоже нет. Вы же тогда еще не было, было в Сокуловском районе. Вы же пишете в Если Сокуловском. бы мне следствие задало вопрос конкретный, я бы не конкретно ответила. На тот момент, тем более я им предоставила все эти паспорта, и мне не нужно было уточнять их адреса. Хорошо. Тогда вот у меня такой вопрос. Уважаемый суд, в деле есть договор купли-продажи земельного участка, совершенный в 2014 году, когда Мачаев продал Джапарову земельный участок, вот договор купли-продажи, все. Тогда у меня вопрос возникает, потерпеть. Ваша честь, можно дополнение? Сейчас мы вопрос слушаем. Адвокат, это какой год? 14-й, да? 14, я могу это в деле, Да, есть. Тут просто у меня тут да, много. который находится под арестом. Так, это не говорится. Ага. И вопрос какой был у вас сейчас? Если она говорит, что Джапаров вместе с Султановым приобрел земельный участок на его деньги, я спрашиваю, где этот земельный участок? А у меня есть документальные данные, что Джапаров купил земельный участок, на который претендует потерпевшая. Она уже оформлена в 2014 году. И никак не может быть этот земельный участок приобрести за ваши деньги. Вот, пожалуйста. Дальше. У вас есть вопрос? Я задаю вопрос. Вы же утверждаете, что это земельный участок куплен на ваши деньги. Да. Хорошо. Да, хорошо. Сейчас, адвокат, минуточку, у меня вопрос, так, вам потерпевшего. Как вы узнали, что они приобретили ваш земельный участок? Потому что подтвердил Султанов. Он сказал, со слов Султанова, Со да? слов Султанова, и не только со слов Султанова, это в принципе подтверждается и действиями Джапарова. Я хотел задать, вы меня определили, уважаемый суд. Значит, вы это говорите со слов Султанова по земельному участку. Эти слова подтверждаются не только словами Султанова, но и действиями Джапарова. В чем именно Джапаров действует? Что он сделал? Куликов, один из фигурантов моего дела, он ставит на него залог. Уважаемый суд, Султанов. я снимаю этот вопрос. Почему? Вы снимаете или вы Я просите? снимаю почему? Потому что в деле в отношении земельного участка моему подзащиту ничего не предъявлено. Абсолютно. Но она утверждает, если бы этот земельный участок, как она утверждает, на ее деньги, моему подзащиту было бы предъявлено обвинение мошенничества в части завладения земельным участком. Посмотрите предъявление обвинений. Там ни одного слова. Хорошо. Я хочу, чтобы вы этот раз записывается, это имеет существенный факт, потому что потерпевшая говорит со слов. Она делает утвердительный Ваша честь, можно вопрос? А то принято Нет, всё. вот поэтому вопросы только задайте Я задал адвокату. вопрос, я же не комментирую. Подтверждение Я еще раз попрошу. Я Ваша буду честь. задавать вопросы. Вы приняли Не надо, слушай. Мало что все время. Адвокат, уважайте друг друга. Вы уважаете. Вопросы я, задавайте задаю. конкретно. Я еще раз говорю. Вопросы, Согласно процессуальному кодексу я буду задавать столько, сколько мне пожалуйста. Задавайте, кто вас задает. А здесь мы попрошу что рот сидим не- тогда, адвокат? не затыкать. Адвокат, еще раз я всех предупреждаю, это ваша обязанность соблюдать порядок в судебном заседании и подчиняться распоряжениям председательствующего. Я лишний ничего не задаю вопрос. Ваша честь, можно мне дополнить? Угу. Утверждение, правильно? Но ни в материалах уголовного дела, ни в допросах об этом ничего нет. Вы сейчас говорите то, что ничем не подтверждено. Абсолютно. Покажите хоть один допрос, что было так, как вы сказали. Что Джапаров вот это предлагал, там предлагал. Где это? Вы можете подтвердить? Гражданин адвокат. Вы можете подтвердить? Пусть она ответит, адвокат, пусть она ответит сейчас. Если бы Джапаров давным-давно бы передал бы мне всю землю, он не сидел бы в этой СИЗО, понимаете? Давно бы получил свои деньги намного больше. И просто не терял бы своего здоровья. И давно бы это мы построили и уже продали. Если на то пошло.
Поэтому извините меня. Ко мне какие претензии? Как будто я у вас деньги эти украла и сижу. Я что, вам претензии Да. предъявляю? Ой, Я не вам надо задаю тут вопрос. адвокат. Вы не Давайте забудьте, следующие не вопросы. отвечаете. Уважаемый суд, я попрошу еще раз. Я работаю в соответствии с нормами уголовного процессуального кодекса. Прошу не ограничить мне во времени. Я Интересно, прошу мы вас слушаем, все вот так сидим здесь, у меня еще процессы другие, поэтому я вам вот вопросы задайте следующие. я Она задаю ответила вопрос сейчас. Столько, сколько мне понадобится для защиты моего... Ну хорошо, задайте. Скажите, пожалуйста, в июне 24 года вы дали Султану 200 тысяч долларов США. В счет долларов. Вы подтверждаете? В июне 24-го? Да. Ну, вот так написано. В районе 200 тысяч. Но я же не буду. Вы так сказали, вот я то, что записано. В районе. Да, подтверждаю. Он подписал, он дал вам расписку. Нет, на эту сумму я не дала расписку. Он не дал ранее расписку. Да. Вы деньги дали до суда. Это ваши. Да, на поддержание. Тогда у меня вопрос, а какое отношение Султана к этим деньгам имеет? Султанов или Джапаров? Джапаров? Мой Джапаров, к этому долгу. Какой имеет? 200 тысяч? Да. Не имеет. Ну, оно уже в общей сумме-то пошло. Конечно. О, вы извините, вы даете деньги мне, а требуете от Джапарова? Понимаете, я не могу выделить одну сумму и написать, здесь Хорошо. Джапаров виноват, а вот здесь Джапаров не виноват. Хорошо. Тогда вы суду высказали. Вы дали долг Султанову. Не в долг. Последняя сумма? Да, была в долг. Так написано, счет долга. Написано счет долга. Я лишний ничего не делаю. Кто может вернуть эти деньги? Султанов или Джапаров? Именно последняя сумма? 200 тысяч. Да, Джапаров туда отношения не имеет. Не имеет или имеет? Нет, в последней сумме Джапаров не имеет. Не имеет, ага. Скажите тогда, пожалуйста. Вот по BMW 730 Toyota Land Cruiser. Там подробно написано, кто приходил там. Я не хочу, вы в курсе, да? Да скажите, мой подзащитный в этих машинах какое участие принял? Он пошел в машину смотреть, взял у вас денежный стресс, оформлял через регистрацию. Вот я хотел узнать, какое отношение в этих двух машинах кто-то завладел, любовница и какой-то. Мой подзащитный к этим двум машинам какое отношение имеет? Эти машины, как мне озвучивал Султан, они были для поддержания их имени. Все. Значит, вы это говорите со слов Султанова, правильно? Для их имени. Я вам ранее на первом заседании сказала, претензии, пожалуйста, предъявляйте подсудимому Султану. А потерпевшие, просто ответьте вопросы. Значит, Вы со слов Султанова об этом говорите. Со слов Султана, да. А лично вы не знаете, какое отношение к этим машинам мой подзащитный Джапаров. Нет, не знаю. Все хорошо. Хорошо. Скажите тогда. Вот вы сами пишете, вот, занимался, да, по обменному бюро. Какое участие мой подзащитный принимал участие в этой В махинации? отдельном бюро? Нет. Я просто... Это только по машинам. Дальше. 6 машин. Ну там денежные средства уходили. Да. Значит, по обменному бюро вы никаких претензий к Джапарову не имеете. Я к нему имею в общем. В общем. А делить. Здесь он имеет. Тогда я здесь он конкретно. имеет. Вы сейчас Здесь он ведет кому я вам задал. Вы сейчас, я хочу, чтобы вы еще раз. Это следствие дело, это не мое По дело. обменному бюро вы к Джапарову относитесь. Я не знаю, что он там делает. Все, хорошо. Тогда по инвестициям в ОСО финанс инвест. Какое отношение имеет Джапаров? Он что? Я не знаю. Вы не знаете. Хорошо, так ответ тоже меня устраивает. Дальше. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, Джапаров связанный с машиной. Он лично вам какую-то машину привозил, показывал, озвучивал, сколько стоит эта машина, откуда он это привез, какая стоимость, Султанов мне что-то говорил про какой-то, про Range Rover, что-то там. Ну, я вам сейчас точно сказать не могу, но Султанов
говорю это неспроста. Вы сказали, что Султанов активно способствовал связано с машиной. Джапаров. То есть я все уже в голове. А я хочу задать, вот по этим китайским машинам, если Джапаров какой-то участок принимал, я и задал вам культурный вопрос. Он что, машину предложил, показывал вам, озвучивал цены, или сказали, вот эта машина, вы возьмите, вы ему дали денежные средства за это. Было такой факт или не было? Существует компания, где есть Не, именно со стороны Джапарова Нет, было где такое? существует компания, где есть директор. И я сразу озвучила, что я хочу общаться только с директором. Я не А буду... кто был директор? Султанов. Ага. Я не буду общаться с его людьми, потому что, понимаете, когда есть один ответственный человек, то есть должен быть всегда один ответственный. А другие уже отвечают перед ним. Его работают. Все. То есть, Поэтому, вот, то есть по поэтому этим я... машинам вы с Джапаровым не общались? Общались с Султаном? Я не общалась. Я общалась исключительно с Султаном. У меня пока нет